Всем привет, друзья! Сегодня будем готовить облегченный медовый торт с киви. Просто супер! Обязательно попробуйте и подпишитесь на мой канал. Берем 100 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки меда, ставим на плиту и топим. Пока топится масло с медом, берем 4 яйца. Яйца у меня крупные, 65-70 грамм. Добавляем 150 грамм сахара. Все тщательно смешиваем. Щепотку соли. Замешиваем хорошенько венчиком. А в кипящий мед, масло добавляем соду. Довариваем до золотисто-коричневого цвета. И сюда же отправляем нашу смесь, яичную смесь. Затем добавляем 200 грамм муки и все тщательно перемешиваем. И у нас получилось шоколадно-коричневое, очень красивое золотистое тесто. Это просто отличный рецепт, самый легкий, быстрый, необычный медовый торт. Берем 2 больших листа у меня, стелим не бумагу, а именно тефлоновые коврики. Я разделила ровно на 2 части, на 2 листа. Равномерно размазала по листам. У меня получилось ровно 2 больших прямоугольных листа. Затем, после того, как мы размазали равномерно, выпекаем при 180 градусах 8-10 минут приблизительно, зависимо от вашей духовки. У меня духовка с конвекцией, поэтому выпекаются чуть быстрее. Все закидываем в духовку, сразу 2 листа. А тем не менее, берем 1 пачку. У меня 500 грамм сметаны 20%. Можно взять и 25%. Добавляем 150 грамм сахара. Перемешиваем ложкой. Все тщательно перемешали. И вот эту готовую сметану с сахаром отправляем в холодильник, пока она растворится. Вот, и наши коржи готовы, золотисто-коричневого, красивого цвета. Беру, очищаю киви. Вы можете взять любые другие ягоды. Нарезала кружочками и приготовила для прослойки крема и украшения. Остыли наши коржи. Я вырезала края. Очень легко убираются тефлоновые коврики, не прилипают. Отличный, обязательно приобретите. Эти коврики можно еще стирать, помыть и высушивать. А они очень долго вам будут служить. Ровненько срезала края. Эти крошки мы потом будем посыпать края торта. Оставим для краев украшений. Я беру линейку, отмериваю ровно пополам и делю еще. И у меня получилось 4 коржа. Края я разламываю
беру скалку и приготовлю крошки для посыпки нашего торта. Коржи получились очень воздушные, хрустящие, мягкие. Сметана с сахаром пока постояла в холодильнике, растворилась. Вообще нету сахара. Очень хорошо растворилась. Смазываю коржи в прослойках. Украшаю киви. Торт получился обалденно вкусный. Обязательно приготовьте, а также оставьте комментарии, поставьте лайки, поделитесь со своими близкими, друзьями, делитесь моим рецептом, выпекайте со мной, если у вас есть тоже интересные рецепты, облегченные, измененные, тоже делитесь, пишите комментарии. Я обязательно попробую сделать. Получившимися крошками края торта обсыпаем. Теперь я заливаю сметану, оставшуюся сверху. Равномерно ее распределяю. И украшаю верх нашего торта оставшимися кругляшочками киви. Торт получился очень красивый и необычный. Обязательно попробуйте. А тем не менее, обязательно подписывайтесь на мой канал, открывайте все плейлисты, пользуйтесь другими рецептами, испеките булочки, кексики, трубочки. Они очень вкусные. Ну вот и торт наш такой обалденно красивый. Какой аппетитный. Скорее хочется попробовать. Но мы его отправим в холодильник на 2 часа. Он постоит. И вот он пропитался. Какая вкусняшка. Коржи быстро пропитались. И вот наш торт готов с прослойками киви. Обалденный. Обязательно попробуйте. И напишите в комментариях, если вы попробовали, как он вам. Спасибо всем. Пеките со мной. Не забудьте подписаться на мой канал. А также пройдите на мои другие видео и пеките со мной.